Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – события вашего будущего. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. И если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Это двухсторонняя колода. И карты двухсторонние. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Ваша сила сейчас спит. Вот скоро ваша сила проснется. Здесь не только о силе, здесь и о каком-то интересе. Также здесь соблюдение каких-то эмоций в узде. Держите свои эмоции при себе. Не стоит сейчас выплескиваться на кого-то, ввязываться в какие-то отношения с головой. Присматривайтесь, будьте аккуратны, балансируйте еще, можно так сказать. Человек очень сильный. Вы умеете балансировать, вы справляться с трудностями, легко находите подход, выход из любой ситуации. Вы очень часто выходите сухой из воды. Даже когда какая-то накаленная ситуация, вы быстренько раз так и выходите. Или стараетесь что-то сгладить. Человек очень наполненный, конкретный. Где-то бываете медлительные, а где-то быстрые. Увлекаетесь чем-то, что связано с какими-то технологиями. Может быть, это искусственный интеллект, это компьютеры или какие-то программы, чему-то обучаетесь. Также этот человек может самоанализом заниматься и самообучением. Делайте сами какие-то выводы. У вас есть определенно какие-то правила в жизни, устоявшиеся уже и всегда проверенные рядом люди. Вы не общаетесь с абы кем или с людьми, которые катятся вниз, ни к чему не стремятся. Вы с такими стараетесь не общаться, отдаляться, отстраняться. Человек по себе такой, знает, что он хочет в этой жизни, терпеливый ко всему. Старайтесь на самом деле все уравновешивать, сдерживать себя в чем-то. Можете даже затянуть пояс, но ни в чем не унижаться, никого ни о чем не просить. Вот как-то умеете или ждать, хоть и скрипя зубами, но все же ждете. Да? Твердое такое терпение. Если выходит женщина, то это очень сильная женщина. С этой женщиной, если будет бороться мужчина, эта женщина победит. В споре, может, и физически, конечно, но навряд ли, больше о внутренней силе. Вы еще человек, который сам тянется к каким-то знаниям. Люди, может, увлекаются частично психологией. Неравнодушны вы сейчас кому-то, больше, наверное, кому-то. У кого-то именно какой-то деятельности вы неравнодушны. Притом вы этого не проецируете, не показываете. Чувства свои очень глубоко скрываете. То, что бушует у вас внутри, оно скрыто. Никто даже не поймет, что внутри вас происходит. Радостная вы или злитесь, плачете. Вы понимаете, что людям это не надо. А наоборот, вот как раз таки, если вы будете выдавать какие-то свои эмоции, этим могут кто-то воспользоваться. Вы защищаете свои границы, не подпускайте, не доверяете никому. Практичны очень, самонадеянные иногда бываете, в чем-то эгоистичны, амбициозны, в здоровой форме, здоровой амбиции. Вы просто никому не доверяете. И вы не хотите, чтобы на вас ездили, вами пользовались, использовали и так далее. Имеете четкое владение над собой, над своим контролем, над всем. То, что касается вашего поведения, отношений там, и так далее. Вы не даете никому права нарушать ваше пространство, ваше личное пространство. Даете отчет всему, что вы делаете. Старайтесь не делать ошибок. Старайтесь как-то их обходить, эти ошибки. Вдумчивы очень, потому что вы привлекаете внимание таких мужчин по типу умные, развитые мужчины, сильные. В силе одна, но ни с кем попало. Самое важное для вас – не с глупым. Эквивалент финансов является эквивалентом интеллекта, ума. Около себя хотите умного человека, верного, обеспеченного.
Обеспеченного не потому, что у вас какая-то жадность или вы все хотите в свою копилку там и так далее. Здесь не о меркантильности, здесь о стабильности. Стабильности вообще вашей пары, о том, что рядом с вами мужчина. Финансы – это показатель мужества. Не которые передались по наследству, а те, которые заработаны своим трудом, мужским трудом. Или одна, я и так сама справлюсь. Или работаете на мужской работе, а там, где сила нужна. Крепкая выдержка, может быть, даже внутренняя сила. Или вы справляетесь с какой-то такой деятельностью, которую выполняет мужчина. Сложная, тяжелая, физическая. Тащите на себе, может быть, даже взваливаете на себя много килограммов. Тащите это. Или вводите крупногабаритный автомобиль. Вам может нравиться красный цвет. Или вообще, да, здесь может являться красный цвет сопутствующим для вашей удачи или усиления чего-то, вашей энергии. Вы когда одеваете красный, вы тем самым усиливаете свои навыки. Вот с вами до старости. Это не человек, которому хочется попробовать разного, а вот этот человек, который надежный и который вступает в такие отношения, по крайней мере, пытается, старается вступать и не ошибаться. Делайте выводы. Человек-прокурор, который все проверяет досконально, вплоть до медицинской книжки. Сейчас можете быть озабочены именно кем-то. У меня больше чувствуется, что это, скорее всего, отношения мужчина. Вы, кстати, можете за кем-то наблюдать, следить, проверять, командовать кем-то. Может быть, здесь руководители сидят, женщины-руководители, которые занимают, может быть, какой-то важный пост, где-то начальник, сама себе хозяйка, директорша. У вас часто встречается в словах, в выражениях, в словарном запасе это слово «так». Так, сейчас мы идем, так, будем делать то-то, так, мы сейчас едем, так. Описывает вас как такое важное звено руководителя. Женщина с плеткой, хочется сюда добавить. И если с вами резонирует энергия, давайте посмотрим дальше. События вашего будущего. Встреча с каким-то человеком, здесь, по крайней мере, человек очень хочет вас увидеть. Давно вы не виделись, посмотреть вам в глаза. Человек как будто бы осмыслил свое поведение, как он себя вел раньше с вами, но сейчас ему за что-то стыдно. И как будто бы совсем даже и недавно, пусть это было, но как будто бы ему там было 10 лет, и он наделал глупостей, а сейчас над этим вот в чем-то смеется. Как-то он себя вел с вами, а вы себя проецировали именно в глазах этого человека. Такая мудрая женщина, умная. Она везде подмечает ошибки, катышки и ниточки. Да детально. И это может касаться моральной точки зрения. Как он сказал, как он вел себя. И вот за какие-то моменты ему очень стыдно. И такое чувство, что этих моментов больше, нежели пальцев на руках и ногах вместе взятых. Как-то стрёмненько. Но он хочет это исправить, показать себя в другом виде, с другим поведением. И ему выделилось какое-то время. У вас какая-то пауза или вы не общались какое-то время. За это время человек многое что корректировал в себе. Как ему вести себя с женщиной и вообще в обществе. Очень многое что в жизни его поменялось. Поменялись какие-то нормы, уставы. По сути своей такой тип, который никогда в жизни женщину слушает. Конечно. Такой тип. Прогибаться, я что, подкаблучник. Вот что-то в таком плане. На то время, когда вы не виделись с человеком, здесь есть чувство к вам. И у человека возникает желание, по крайней мере, поддастся вам, слушать вас. Хотя это не тот тип, который будет слушать женщину. Да, это совершенно иное лицо. Характеристика. Все потому, что он в вас влюблен. И, скорее всего, вы с ним встретитесь. Может, даже нечаянно встретились, случайно. Но встретились. Но также я вам скажу, не случайно, потому что думали о нем вы и думал о вас он. И хочется так сказать, что думая телепатически друг о друге, вы вот как будто бы сами себе оба два проложили дорожки друг к другу. Да, и здесь дороги будут соединены. Вы встретите данного человека, или человек, по крайней мере, начнет двигаться в вашу сторону. Вам это понравится, да, вот именно тот задел того, что вам хотелось бы встретиться, вам хотелось бы пообщаться.
А здесь закрутятся какие-то события, именно связанные с вашими отношениями, с вашим общением. Возможно, даже это продолжение вашего общения. Дверь еще не закрыта. По крайней мере, она не была закрыта до конца. Да? Здесь вот именно время выжидания пошло всем на пользу, и вам, и ему. Но вы, я вам так скажу, он вырос, но вы выросли еще выше. Потому что уже на тот момент вы были выше этого человека. И когда была эта пауза, да, вы для себя очень много что осмыслили, очень много что поняли и за счет этого выросли. А вот человек только на тот момент стал расти. И вот как-то до чего-то, так сказать, дотянулся, понял, сообразил. По крайней мере, да, вот он говорит себе, что я больше так поступать не буду. Это нехорошо по отношению к женщине. Вот что-то в нем такое, да, закусило мужское. Хотя мог себя вести как пацан, глупо, самонадеянно, эгоистически в какой-то степени, да, или что все женщины – это женщины, да, они все даются, поддаются легко и сами готовы на все. А тут, да, вышел непорядочек такой, нежданчик, что вот вы как-то себя повели по-другому. Вот как не кстати, да, как не ожидалось. Я даже и не ожидала, что она вот прогнет меня, такого мужика, сильного, не сдающегося, не прогибающегося ни под что. А вот она смогла, да, она добилась своего. Возможно, здесь может быть даже мысли о каких-то ваших манипуляциях, да, что вы манипулируете, прогинаете ситуацию в свою пользу. Его тем самым. Да, у человека есть к вам чувство любви, человек хотел бы встретиться, даже обняться, но он боится так этого чувства. Боится огня. И боится еще третьих лишних, да, что кто-то вмешается. Кто-то может даже перебить. Или же будет какая-то неловкая ситуация, да, что вы скажете... Например, а вот я встречаюсь или я в отношениях, что будет еще хуже на сердце, в душе, насранность вот какая-то внутренняя. Вот так вот. Здесь вы в победе выходите. Но здесь, я вам так скажу, могут образоваться отношения. Опять-таки, все зависит от вас, на вашей воле, на вашем сердце, надо ли оно вам это. Ну, хотя вы на много уровней выше этого человека. То есть человек даже может быть и старше вас по возрасту, но ментально, духовно он до вас не дотягивает. Что-то в нем такое есть детское. Такое, знаете, уже укоренившееся, с чем нужно возиться, да, это как воспитывать ребенка. В то же время вроде как и мужчина старше, может быть. Так, какие еще события в будущем будут у вас? Ну, здесь изменения в работе, в карьере, в делах, денежных делах. Здесь идут изменения. Здесь вы получите навыки и пользу. В какой-то степени даже, я бы сказала, выгоду. Никому здесь помогать не надо. Нужно здесь скорее даже никуда. Вернее, даже не никуда, а никому не помогать финансово. Не давать денег ни в долг. Никак. Это не о жадности, это о вашей безопасности. Они вам сами пригодятся. Здесь, кстати, может быть вопрос о инвестиции. О том, чтобы деньги во что-то вложить, чтобы не растерять или не потерять.
Вы хотите наладить именно... Здесь кто-то хочет инвестировать деньги в здоровье, что имеет место быть. Скорее даже может быть так, что эти деньги пригодятся не кому-то раздавать, а вот именно почему не нужно раздавать, потому что они пригодятся для вашего здоровья, для восстановления вашего самочувствия. Это витамины, операции, да что угодно. Эти деньги пригодятся. Вам нужно с чем-то пока потерпеть, переждать. Здесь в будущем вас ждут какие-то именно сложности, с которыми сложно будет справляться, но будете справляться в одиночестве. Здесь не ждите ни от кого помощи, не ждите и не надейтесь. Да, здесь придется справляться самой. Притом здесь может быть так, что здесь какие-то сложности, и вы еще дополнительно болеете. Надо идти на работу, плюс я еще болею. Ну куда? Куда? Это как? Да, это сложно. По крайней мере, вы с этим справитесь. Здесь даже, вот знаете, как-то будете... Если это касается рабочих моментов, вы будете вот стараться как-то, например, побыстрее соскользнуть с работы, пораньше уйти или меньше делать, создавать вид, что вы работаете частично, не в целом. У кого-то будет такое, что вы будете не в силах справиться с каким-то рабочим процессом, и вам придется, да, вот как-то перехитрить это, но работать в одиночестве, никому ни о чем не говорить. Работая, но как-то, знаете, вот как отклоняясь от работы. Если это удаленная работа, да, вот вы включили компьютер, но вы прилегли поспать. Вот как-то так. Если это рабочие моменты, здесь может быть даже так, что вы будете срываться с работы и куда-то ехать, да, по своим нуждам, по своим делам или по своему здоровью. Здесь, кстати, может даже быть так, что кто-то захочет переложить на вас ответственность или посмотреть за кем-то, за ребенком, за животными, за родителями, присмотреть за чем-то. Может в доверенность вам что-то дать или заплатить за помощь. В этом вы можете, в принципе, почему нет, оказать помощь. Но вот что касается раздавать финансы налево-направо в помощь кому-то не стоит. Знаете, вот если вы помните одно, если вы кому-то дадите деньги, кто вас попросит именно, то вы с этим человеком останетесь... Здесь, знаете, как будет даже? Врагами, да. Может, и врагами в большей степени. Но здесь будет так, что вы потом сами будете жалеть, что дали. У кого-то здесь может произойти так, что вы дали человеку, а он спился и стал алкоголиком. Или же дали человеку, а он их не по нужде использовал своей прямой, да, что он хотел, а вот именно иначе и сделал себе в чем-то хуже. Потом что-то и произошло, да, вот так имеет место быть. Потом будете локти кусать или вот понимаете, что человек спился, уже деньги не вернет. А опять-таки еще, если в долг будете и давать, если кто-то может просить, то потом эти деньги вы уже никогда не выбьете. И это будет бесполезно. Там их и оставьте. События будущего. Здесь выходит дьявол, от которого вы закроетесь или очиститесь, вычистите его из себя. Даже, знаете, какие-то действия, я бы сказала, даже такого или криминального, или хитрого характера, но они такие подкупают что-то сделать ради чего-то, но вы вот как-то от этого закроетесь и правильно сделаете. Здесь будут искушения вас. Ну, откуси это яблочко и накорми Адама, да, вот как-то так. О чем можно потом пожалеть. Вы чувствуете, нутро чувствует, что здесь что-то не так, и что мне может прилететь. Если вы думаете как-то рискнуть на какую-то аферу, то забудьте. Здесь все обернется очень плохо. Для вас это будет очень плохо. Здесь может быть даже вплоть до тюремного заключения или наказания вот такого тюремного. Если что-то такое вас даже подтолкнет на какие-то действия, испортить чье-то имущество, потому что эти люди сделали вам
да, какой-то подлости. Или, ну, например, вот что-то такое будет вам так хотеться будет, гореть будут руки и голова. Но эта мысль потом же вас и собьет с пути. Да, здесь может быть на самом деле потом прилетит куча каких-то проблем, за которые придется очень долго разбираться. И здесь на самом деле могут или посадить, или именно приписать какую-то статью, да, со штрафом и так далее. Но здесь потом вы будете бегать вот как будто бы и молить ситуацию вернуться обратно, чтобы все изменить, но будет уже поздно. Здесь не нужно связываться с тем, что кажется таким заманчивым, но хитрым. Да, если вы в чем-то сомневаетесь, что это может быть криминальное или к чему-то привести вас к худшему, это да, это точно. Еще события. И сразу, кстати, умеренность выходит. Здесь нужно, вы все взвесите моментально. События будущего. Вот, тут загоритесь какой-то идеей после долгой паузы. Притом, знаете, будете сомневаться об этой идее. Но эта идея касательно, может быть, или поездки куда-то, отправления, да, или вот эта идея, связанная с вашей деятельностью, работой, хобби и так далее. Здесь хочется сказать, займитесь, правда, делом. И не ввязывайтесь во что-то, что легко приносит деньги или любовь. Это могут быть даже какие-то отношения. Я влюбилась, потеряла голову. Это тоже имеет место быть дьяволом. Занимайтесь лучше деятельностью. Для вас это будет наиболее безопасным местом деятельность. Потому что во время деятельности здесь зарождаются какие-то импульсы, определенно, которые толкают вас в будущее. Если вы будете, опять-таки повторюсь, настраивать себя на что-то, пойти, это же быстро и просто, но как-то хитро, тогда нет. Сами себя обманете. Если вы попытаетесь кого-то тоже обманывать, сами себя обманете. Здесь один и тот же круг выходит по дьяволу. Здесь дьявол все перекрывает. И скорее даже я бы сказала, да, здесь может быть так, что вы можете не отдавать отчет. То, когда управляет дьявол, человек не отдает себе отчет. А здесь нужно постараться именно трезво взглянуть, и если чувствует сердце, ну здесь работает интуиция, да, если чувствует сердце что-то неладное, не стоит ни ехать или ввязываться и так далее. Здесь могут какие-то люди вас на что-то подсадить или завязать вас, да, по уши, может быть, шантажировать потом и так далее. События будущего. От вас мужчина отвернется. Вам нужно это принять спокойно ради открытия дороги для другого мужчины или общения с другим мужчиной, завести другие знакомства. Это вот ради этого. Знаете, тут недосказанность есть с тем мужчиной. Мужчина вас не так поймет и отвернется. Или мужчина вас увидит с кем-то, да, и вот будет думать, что все, вы уже изменяете, да, перекрутит ситуацию. Здесь есть такой не понял, кто это, да, это ваш учитель со школы или еще что-то, ну, кто знает, да, это вообще вам не какой-то мужчина, а знакомый какой-то, или, может быть, человек, который вам помогает с чем-то. Но вас увидит, и все. Обвинять будет во всех ваших грехах.
Вам не нужно брать это близко к сердцу. Это ваша жизнь, вы имеете право в ней что хотите делать. А если кто-то что-то и не так, нездорово, так это назовем, подумал, так это его проблема. А тем более, если жизнь вас расталкивает от такого человека, так и надо оно вам. И правда же не надо. Да. Здесь будете опираться больше на свою голову. На себя. Принимать решения. Кстати, здесь и идет какое-то принятие важного решения в своей жизни окончательно и навсегда. Я вот теперь думаю, соображаю, мыслю так, а не как иначе. И здесь показывают колесо фортуны. Здесь показывают много очень появляется из этого колеса, из-за вот этой вот предприимчивости своей, самостоятельности, каких-то преимуществ, важных для вас. Здесь в этих преимуществах любовь, здесь просветление, здесь чему-то научитесь, чего-то вы поймете, преодолеете. Также здесь может быть так, что через чувственную сферу вы закроете какие-то долгие гештальты, прошлые невыясненные отношения. Вот хочется сюда добавить слово 10 в одном, да? Ну, судя из семерочки, назовем 7 в одном, вот так вот. Одним разом вы решите все или очень много, что тяготило и несло вам тяжести, сложности, стрессы, страдания, переживания в вашей жизни. Вот одним разом смахнете. Вы выходите в колесо фортуны, это значит, вы вот как-то, знаете, в чем-то долго зацикливаться уже не будете, касается негатива. Да, вы сразу выходите на какие-то плюсовые, положительные моменты в своей жизни, выгодные, может, даже. Вас, кстати, начнут оценивать и заметят. Вас начнут, может быть, даже хвалить, рассказывать о вас. Здесь речь может идти о популярности, да, но, может быть, не в таких огромных масштабах, но все же, да, уже начинают о вас говорить. Уже начинают вас, может быть, кому-то рекомендовать. Я вот рекомендую ее, потому что она, да, там профессионал в чем-то или разбирается в чем-то. Здесь может и о деятельности. Здесь победы будут разного характера. У кого-то рабочие моменты, у кого-то даже в любви, в отношениях, у кого-то здесь может возникнуть сразу же несколько знакомств, общения. Да, то есть на одной линии там 6 человек ждет вас. Вот как-то так, а может и 7. Здесь могут разные люди быть, как знакомые, подруги, друзья или знакомства по любви и так далее. И здесь будет общение. Но вы здесь унывать точно не будете. Но сначала вы кого-то отпускаете, вернее, кто-то сам уйдет из вашего круга. Кстати, здесь кто-то может от вас отписаться. Да и пусть, да, пусть отписываются. Оно и хорошо. Сразу, да, негативщики сами сразу уходят. Извиняюсь. Заговариваюсь. Сами уходят. Здесь не нужно ни с кем бороться, да? Они сами очищают ваш путь. Видите, какие хозяйственные. Хорошо. Давайте смотреть дальше события вашего будущего. Тут сразу говорю, открывается какая-то большая дверь в вашей жизни. Здесь человек, который побывает в таком месте, где очень красиво, где даже, я бы сказала, очень дорого. И вот после этого дорого или после этого, можно сказать, волшебного места, да, это на самом деле какое-то место непростое. Карта мира – это вот определенно, да, какое-то место, как воронка. Знаете, вот есть какие-то на Земле такие места, которые являются порталами, да, или еще какими-то аномальными. А вот это место – это здание, это может быть помещение, где все очень дорого-богато, вот так вот.
но оно несет в себе ту энергию, которая, во-первых, здесь могут остаться впечатления после данной комнаты, помещения, здания. Во-вторых, здесь вы для себя начерпаете какие-то идеи, найдете идеи, увидите что-то, заметите, будете это потом использовать, или это может быть интерьер, это может быть какие-то детали в этом интерьере, или же идея вам подастся, да, на что-то. И это реально волшебное место. Это место, хочется назвать словом портал, но это не портал, но это место несет в себе магию. Под этим местом могли быть похоронены люди, много людей, или под этим местом именно находится что-то, что несет в себе, вот как треугольник, да, сверху через макушку вот эту проходит энергия, связанная с деньгами, с финансами, но также и заряд энергии. Даже я бы сказала, то помещение, то здание, где вы будете находиться, оно вот как-то определенно построено, не просто поставили там, воткнули, да, а вот именно под каким-то таким проектом, что несет в себе сбор, может быть, этой энергии, торговый центр, что угодно быть. И все, кто туда приходят, чем-то насыщаются, а кто-то уходит именно с проблемой. Но в вашем случае именно вы здесь подпитаетесь какой-то энергией. Заряженное помещение. Изобилие, богатство имеет место быть, да, вот получение именно каких-то для себя выгод. И после данного помещения, когда вы оттуда уходите, вы понимаете, что у вас в жизни или растет финансовая подушка, да, или у вас куда-то вас резко пригласили, у вас пошла какая-то деятельность наверх и так далее. Здесь положительные моменты в работе, в деловой сфере. У кого-то даже, вот я говорю, какие-то мысли приходят. Вы для себя что-то подчеркнули, что-то сделать, совершить или создать. Для создания чего-то, если это касается творческого, да, бывают какие-то или моменты из жизни счастливые, или наоборот грустные, или очень печальные. Или вот это просто на самом деле какие-то предметы, ощущения и так далее. Но это просто вы еще попали, я говорю, в какое-то волшебное место. Вероятность того, что на данном месте вы встретите мужчину, человека, или познакомитесь с человеком, который имеет отношение к деньгам, власти, связи и так далее. Да? Здесь вот какой-то у него оборот есть. То есть человек, может быть, занимается бизнесом, бизнесмен человек или очень влиятельный человек, который будет помогать как проводник, проводить вас туда, куда нужно, в те двери, в те самые. Также человек вам откроет какие-то секреты или откроет секреты, например, успеха. Да, имеет место быть. Покажет вам, что делать, как делать. Вот как-то так. Даст какой-то дельный совет. Или же что-то вообще вам даст. На вас обижается кто-то. Будет, по крайней мере, на вас кто-то обижаться, пытаться с вами конкурировать, пытаться с вами решить ситуацию, кто сильнее или кто богаче, кто круче. Вам здесь нужно держать эмоции опять в узде, не привлекать к себе внимание данного человека слишком остро или его слова не принимать близко к сердцу, потому что человек на самом деле может ранить, и останется данная рана надолго, или сложно будет затягиваться данная рана. Я бы еще сказала, что вам нужно больше здесь именно лавировать и фильтровать людей. Потому что люди здесь одни с добром, а другие именно с какой-то завистью и злостью. Вы будете, кстати, прогонять какую-то ситуацию из прошлого негативную из своей жизни. Будете, кстати,
Здесь еще такое, да, я изменюсь, я буду вести себя по-другому с определенными людьми. Вот как-то вы поменяете свое отношение к ним и будете разговаривать по-другому, вести себя. Проявите тем самым свой ум, свой интеллект или свою какую-то силу. Сила заключается здесь именно интеллектуального характера. Какой-то ваш умственный дар. Вы здесь возьметесь в будущем за какие-то инструменты, которые вы никогда не держали в руках. Молоток, там, да что угодно, топор, коса там, и так далее, да, что угодно. И будете этим пользоваться. Интересно, что это? Ну, может быть, и скалка, да, какая-нибудь. Или, помните, раньше белье стирали, это была такая терка с такой резьбой волнистой, железной. И, может быть, вы попробуйте постирать на терке. Ну, вот какие-то такие действия. Опять-таки, это не что-то такое мелкое, да, это может быть крупная вещь или крупногабаритная вещь. Но вы этим никогда не пользовались. Или не садились за руль и сядете. Тем самым вы будете вот все как будто бы понемножечку осваивать. Вы возьмете данный инструмент и будете разное что-то, разные материалы, разные виды чего-то использовать и осваивать. Здесь могут смотреть талантливые люди, люди творческие, художники, скульпторы, да, такие, пианисты, кто знает, скрипачи и так далее, с какими-то такими талантами. Я вам скажу так, что ваши таланты имеет место быть вашим талантом успех. Успех, процветание, слава. Вы можете уже сейчас проговаривать что-то, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, хотите вот как-то прославиться или чтобы вас увидели. Именно уже сейчас проговаривайте такие слова вслух, как «Я самая великая». Эти слова имеют, во-первых, влияние на ваше подсознание. Это очень сильные слова. Во-вторых, на работу ваших мысленных процессов, вашей какой-то деятельности. И тем самым вы усиливаете эффект и даете место этому быть, случиться. Вы даже сами можете не понять, с чего, да, или на чем вы там начнете, или в чем вы будете успешны, но время покажет. И здесь определенно человек выявит какие-то свои самые сильные стороны и покажет это людям. У вас тем более уже сейчас, да, есть выбор из много чего. Сейчас уже данный инструмент в вашем доме, в вашей квартире где-то имеется, он есть. Кто знает какой-то инструмент, может быть по гравировке или инструмент еще для чего-то, кисти, краски, лежат себе и лежат, да, вы решите воспользоваться. И никто вам не будет мешать или препятствовать. Препятствия – это сами вы и ваши мысли. Вот о чем здесь разговор. Поэтому в будущем, когда будете заниматься какой-то деятельностью, не отталкивайте, не тормозите, да, себя в этом, не ругайте себя, что не получается. Да. Еще раз попробуйте, пытка не пытка. И тогда будет достижение успеха. Здесь даже я бы еще сказала, человек займется, знаете, чем это может быть работа на дому или продажа из дома чего-то. Может, через интернет, через разные сайты, да, там, и так далее. Вашей деятельности. Кстати, ваша деятельность, она... Слушайте, ваша деятельность должна быть где-то видна. Где-то заметно. Это может быть реклама в социальных сетях. Это может быть вообще, да, какой-то пропаганда. Вот именно вашей деятельности. Но это скорее социальные сети. Вас скорее там и заметят.
У вас вообще есть в руках не просто инструменты, а что-то оно такое валяется себе в пыли, а несет в себе золото или большие перспективы. Оно простое, но несет большие перспективы. Вы знаете, бывают люди вот говорят, я стану блогером, и вот начинают покупать разную дорогую технику, все инструментарии. В итоге ничего они не делают. А вот кто-то просто сидя на коленках, да, берет свой телефончик, например, без каких-то дорогих камер и микрофонов, да, и показывает свою деятельность. И становится популярен, знаменит. И вы поймите одно, что то, что является, в чем вы являетесь талантливым, да, и причем здесь несколько талантов ваших показывают, все имеет место быть успеху. Возьметесь вы за то, будет успех. Возьметесь за другое, будет успех. Здесь вот, можно так сказать, неограниченные какие-то ваши возможности. И вам здесь не стоит ни на кого надеяться, вот это помните, потому что здесь никто на помощь не придет, пока не придете на помощь себе вы сама. Здесь такое явное проявление, что если бы вы даже и просили чью-то помощь, здесь вот как будто бы все заботятся только о себе. Нету здесь какой-то эмпатии, вот есть какая-то, может быть, такая, знаете, легкая поддержка, но такая, лишь бы отвязались. Вот как-то так. События будущего. А вас еще заговорят, подождите, еще будете, вот знаете, как-то... Уже сейчас не нужно ни о чем разглашать информацию. И когда вы начнете делать или будете делать, да, не нужно о чем-то говорить, пока вы не сделали. А тем более, да, то, что должно быть заметно, и то, что вы хотите просветить, оно и так будет видно, поверьте. Поэтому не стоит. Вот как будто бы люди, да, будут пытаться как-то вставить палки в колеса или помешать вашей деятельности, вашему пути. Обсуждать будут очень активно это. Оно вам надо. Да, держите, соблюдайте тайну. Тайну и, может быть, какое-то расстояние. Да и вообще, да, эта информация только для вас. Уходите от людей, которые несут в себе негативные энергии, которые очень много о других говорят плохо. Как будто бы тем самым, да, они и о вас также обсуждают. События будущего. Дьявол от вас отвернулся, смотрите, да? Дьявол от вас отвернулся. А потому что вы не следуете по принципу дьявола, вы работаете честно. Стараетесь, кстати, изобретать какие-то способы обхода самостоятельно, да, и по-честному. Честно. Вы юрист, но вам надо решить, например, какую-то ситуацию. Вы знаете определенно какие-то законы, да, все законы, например, и вы пользуетесь, если одним законом не получится, но можно воспользоваться вот этим и вот этим законом. Первый такой, второй такой, третий такой. И вот тогда получится, да, вот здесь человек как-то лавирует. Но здесь вот умно очень. Здесь вы не поддадитесь на искушение дьявола, тем самым вы избавите себя от кучи проблем. Но я вам так скажу, что здесь будут люди даже приходить какие-то под каким-то влиянием или существами. Пьяницы, алкоголики, вот такие вот люди. Пытаться дорваться до вашего достижения, до вашего счастья, до вашего, чему вы рады, в чем вы чувствуете себя именно успешный, вот до этого дорваться. Поделитесь кусочком, вот так будут. Или попрошайничать у вас, или вот пытаться вас как-то выводить на эмоции какие-то. Будьте аккуратны. Вы выходите в солнышко, и вот самое интересное, солнце-то оно светит для всех. Здесь, кстати, знаете, я бы еще сказала так, что вы будете заниматься деятельностью, которая, во-первых, будет людям что-то подсвечивать, да, подсказывать, ориентиры какие-то давать. Во-вторых, здесь солнце – это вообще внешнее проявление, как бы его вы не скрывали. Вот я и говорю, вы деятельность, может, и будете скрывать, но не нужно ее раньше времени вскрывать. Она сама откроется, и кому надо, вот как я говорила, тот увидит, да, и вот тут пробивается солнце. Солнце, на самом деле,
откроет кому-то глаза на вашу деятельность, да, кто-то узнает об этом, тоже имеет место быть. Может даже здесь идти момент того, что за вас будут очень рады, вас похвалят за это, хотя вам, в принципе, по боку, кто вас похвалит или не похвалит. Вы здесь, знаете, больше о том, что у вас чего-то получилось для себя делаете. Вот так, да, человек, когда сам себе рад, сам, может быть, удивляется тому, что он чего-то сумел. И для него это огромное достижение. События будущего еще посмотрим. Здесь везде говорят о том, что держи свои эмоции в узде. Не старайся входить в какие-то конфликты или много, наоборот, рассказывать. Здесь вот все держи под контролем, в балансе, такое инг-янг, да, или инь-янь, как говорят. Вот так вот. События будущего. Кто-то себя покажет вот таким, на самом деле, давайте так назовем, простыми словами, да, свиньей. Свиньей покажет себя тот, кто доказывал вам свою стабильность, верность. Такое чувство складывается, что никому вообще верить нельзя. Это настолько была закрытая маска, это настолько было такое, что ты совершенно об этом даже не подозревал. Вы могли данному человеку делиться о чем-то сокровенном личном, или человек имеет доступ к вашей какой-то личной информации, что это может именно стать вот как раз-таки причиной из-за зависти. Человека именно, знаете, это как говорят, тебе что, моча в голову ударила? Вот этому человеку реально как будто бы ударила в голову моча, но это все происходит на фоне зависти, на фоне какой-то неопределенности в своей жизни. И здесь светите вы с ярким солнышком, да? И у человека возникает чувство раздавить, или отомстить, или сделать плохо, порвать что-то, да, испортить. Может быть, даже идти речь, прилюдно высказаться, испортить репутацию, или вытащить всю какую-то правду. Ну вот так здрасте. Забор покрасьте. Здесь вскроются его какие-то делишки за вашей спиной, какие-то тайны, какие-то узлы. Здесь будет все так неприятно. Знаете, вам больше от чего будет неприятно? О том, что вы верили. О том, что ваши надежды на этого человека совершенно не оправдались. Не оправдались. И вот самое неприятное внутри то, что ты уже теряешь вообще контроль над ситуацией, ты понимаешь, что сейчас на самом деле никому доверять нельзя. Даже самым добрым и ласковым. Сразу сюда вспомнилось почему-то мне Степашка, Хрюша там и так далее. «Спокойной ночи, малыши». Почему они пришли, не понимаю. Может быть, да, вы в детстве смотрели это или нравилось вам это. И даже тем доверять нельзя, понимаете? Тут, знаете, вот о чем-то таком, как будто бы была какая-то наивность ваша, да, человек на самом деле с вас вытягивал информацию, или же вы сами этому человеку рассказывали, пытаясь именно найти
в нем, понимаете, человека, которому можно доверять, на самом деле, да, человек окажется очень корыстным. И это все очень тщательно скрывалось, да, человек держал именно внутри себя очень сильно вот какую-то свою вот эту вот гниль. Но здесь вот хочешь не хочешь, рано или поздно гниль, чирь, да, или как это еще называют, вылезет наружу. Этот гной из этого человека. Здесь ситуация такая, знаете, больше о том, что человек, возможно, даже вот как-то на вас пытался влиять через сознание, невидимыми силами. Это могли быть даже какие-то шепотки, заговоры, проклятия там и так далее. Да? Человек мог вам что-то подсыпать на порог, вставлять, может быть, иглы в порог. Вот какие-то вот такие мелкие гадости, элементарные, о чем знают большинство. У кого-то здесь могло бы даже быть, что вот человек посещал именно когда места похоронений, кладбища. У человека возникала мысль именно, да, вот первое, что все, что принесенное из этих мест, да, можно куда-нибудь подкинуть, и что-то кому-то чего-то будет. На самом деле оно так и есть, в принципе. Да, даже после кладбища всегда моют руки, какими бы чистыми они ни были. Да, на кладбище нельзя есть, там уже хочется так сказать, что все пропитано мертвецами, да, мертвой энергией. И здесь вот такое чувство, да, как будто бы человек подумал в первую очередь, что если кому-то что-то сделать, то сделать в первую очередь это вам. Вот тут какая-то такая злость на фоне зависти, имейте в виду. Поэтому, да, весь расклад-то и шло, что никому ничего не говорите, или пока вы еще не стали успешны, и даже когда станете, старайтесь никому не рассказывать. Кому надо, эта ситуация, кому надо, эта информация даст себя видеть. Но вот, видимо, здесь на фоне этого может быть. На фоне вашего успеха, достижений, да, каких-то результатов в целом в работе, в деятельности могут вот как-то человека зацепить. Здесь получается трансформация. Вы поменяете полностью свое отношение к данному человеку, но здесь может быть даже вплоть до того, что вы вступите в такое «я отомщу» или вот тоже как-то буду. Здесь мстить не нужно. Здесь все само уляжется или сама ситуация растрясется. Здесь главное отогнать этого человека прочь от себя, отогнать его энергию. Вы знаете, есть такой ритуал, когда вы высыпаете на раскаленную сковороду соль и чертите ножом решетки, хаотично чертите и проговариваете данный заговор. Пусть печет и горит у того, кто вредит. Повторяем так 3 раза. Дальше данную соль ссыпаем в унитаз и смываем. Все уходит в канализацию. Даже когда вы вымоете сковороду, все это уходит в канализацию. Туда, где ни рыбы не плавают, ни птицы не летают, ни люди не ходят. Поступите именно так. Знаете, вот данный ритуал очень пригож, хорош, как профилактика. Вот в любое время, да, хотя бы раз в недельку или раз в месяц такое делать. И на самом деле, знаете, что после данного ритуала вы увидите, как человек мучается, а второе, это все вернулось, да, туда. А второе, вы услышите, никогда ничего этот человек не просил, а тут пришел и вас попросил о чем-то. Дай мне соли, дай мне еще чего, сахара и так далее. Ну, чего-то человек у вас попросит, ручку там, да что угодно. У кого-то может человек прийти во сне, но больше здесь показывает, что человек у вас чего-то попросит. Может быть, оказать какую-то услугу, да, ни с того, ни с сего. Вот так вот. А что дальше? Что дальше? Ох. Ну, вы здесь переложите все, что на самом деле пекло и горело у вас, данному человеку. Причем 10.
И дьявол. Это что, в 10 раз? 10 раз. Это не просто вернется то, что человек желал, а это принесется обратно именно в 10-кратном размере. Да, это будет сильно и тревожно. Возможно, даже здесь человек будет выть волком. Почему-то здесь мне чувствуется мужская энергетика. Это мужчина. Знаете, человек такой, который не может отвечать руками, но на самом деле вот он с кем-то поссорится, что-то ему не понравится, он придет дома и будет вот кружки бить в стену или работать с невидимыми силами, воздействовать как-то, но никогда кишка тонка не осмелится. Да, сам выговорится, поднять руку там и так далее. Максимум он может поднять руку на слабых, накричать на собаку, накричать на кошку, там, да хоть на хомяка. Вот на женщин. Псих. Человек-псих. Когда у него чего-то не получается, он или швыряет, или злится, или когда он проигрывает, он очень сильно злится, он реально воспринимает как врага, соперника. Вот в карты будет играть в дурака, да, и вот он проигрывает раз, второй, это уже все. Это уже пиши пропало, все, ты враг. Можешь сразу понять. Да, у человека сразу начинается кипиш внутренний. Какой-то вообще дисбаланс здесь, психосоматика вообще нарушена. Здесь могло быть какое-то такое... Во-первых, детство. Я про детство, да. Как будто бы в детстве, с одной стороны, баловали. И настолько избаловали, что вот потом уже что-то в чем-то ему сказали нет, в мелочи какой-то, да. И у человека затаилась такая кровавая обида на всю жизнь. Не купили шоколадку. Я сразу сюда вспоминаю, есть такой один мем, когда там мальчик, знаете, вот так захлеб плачет, да, вот не дали ему шоколадку. Вот это вот такой тип. Это тип, который готов именно мстить, который может поднять на самом деле руку на женщину, да, вот что такое небезопасное есть. И очень много в нем эго. Вот это вот про него. Это вот та нездоровая именно эго. И очень много амбиций каких-то. Притом у человека нет никаких достижений в жизни. Да, может быть, одно единственное, чем он вот ходит как корочкой, показывает, а у меня корочка, а у меня корочка. В итоге толку с этой корочки нет. И вот у человека здесь, знаете, как потерялся в каком-то пространстве внутреннем, да, там своем. И у человека чуть что маленькое задели его, или кто-то стал жить на чуточку лучше, это уже для него стресс. Он везде видит вот вокруг. Во-первых, это человек, который всех осуждает. Во-вторых, он вокруг видит все только в плохом свете, в черном свете. К себе призывает какие-то проблемы. Он увидит вашу какую-то, на самом деле, знаете, популярность, победу, да, в чем-то, достижение, что вы чего-то добились. Но а то, что хотел добиться он, у него не получилось. И вот на фоне этого здесь может играть месть, вылезти вот этот вот чирь. Да, человек мог казаться верным, надежным, хорошим. В итоге здесь полезет все. Вот стоит у него только чуть-чуть отобрать что-то или сказать не так, выразиться не так, а особенно задеть за больное. Вам здесь следует вот закрыться. Вам закрыться стоит от данного человека уже на сегодняшний день. Или закрыть информацию, никаких доступов, меньше о себе говорить. Не нужно позволять переходить границы ему, ваши. Нельзя. Иначе уйдете с ударом, вот с ударом. Это касается будущего. И вот уже на сегодняшний день можно предотвратить ситуацию, достаточно просто перестать с данным человеком делиться чем-то личным.
или же допускать его к чему-то, к тому, чем вы занимаетесь, просвещать, рассказывать, хвалиться, тем более. Здесь на больное надавите, если будете хвалиться. Он не любит, когда хвалятся чем-то или показывают какие-то достижения. Да, вот бывает даже человек просматривает какое-то видео, кто-то скажет, вот я ем мороженое, оно такое вкусное. И у человека уже внутри, да, какое-то такое давление, да подавись, например, ты этим мороженым. А у человека радость, да, вот на сейчас момент, что вот он ест мороженое, счастье может для него это в моменте. Ну, а у него вот возникает именно чувство какой-то злобы. На самом деле его кто-то очень сильно в детстве обидел, что пошло, что несет, проносит, да, всю свою жизнь. А здесь вот какое-то несправедливое отношение, как он говорит. Все вы несправедливые, все вы ничего не заслужили. Смотрите-ка, да, он пытается вот на самом деле как-то вылазить за счет других, идти по головам. Вот ваше будущее именно показывают, не связывать с данным человеком, не вступать с ним даже и в конфликт, и в какой-то нормальный диалог, потому что человек здесь не понимает по-хорошему. Особенно, я говорю, чем-то вот, какими-то достижениями своими хвастаться, потому что человек несет для вас очень большую угрозу. Очень большую угрозу, девочки, мальчики. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.